9 сентября Узбекистан передал пограничной службе Кыргызстана 4 работников радиорелейной станции на горе Унгарто. Как сообщили в кыргызской пограничной службе, работники станции были отпущены по итогам двусторонних переговоров. Напомню, 22 августа на несогласованном участке границы близ ретранслятора Унгарто сотрудники МВД Узбекистана задержали 4 работников радиорелейной станции, обвинив их в незаконном нахождении на территории Узбекистана. На лице супруги уже бывшего, задержанного Урмата Пердалеева, оператора Южного управления радиорелейной станции Кербен-24, слезы радости и отчаяния. Сегодня его и еще 3 задержанных узбекскими правоохранителями на спорном участке станции Унгарто передали пограничной службе Кыргызстана. В Янгикурганском РОВД Узбекистана наши граждане находились более 15 суток. Я, конечно, выражаю благодарность всем, кто помог выпустить наших мужей. Но нельзя допустить, чтобы такое повторялось. Мне казалось, что о нас забыли, что никто уже не поможет. Все 4 сотрудников станции чувствуют себя хорошо, правда сильно взволнованы, потому как свои семьи они не видели более 2 недель. Особый обряд проводят родные вернувшихся, чтобы впредь беды и невзгоды обходили их семьи стороной. Задержанные кыргызстанцы освобождены, однако это не говорит о том, что приграничный вопрос решен. На станции до сих пор находятся десятки военных из Узбекистана, и требования их не изменились. Требования узбекской стороны пока остаются без изменений, то есть они требуют, чтобы убрали милицейские посты вокруг Тутокойского водохранилища, а также провести продовольствие в населенный пункт Досток, где проживают граждане Узбекистана, да, и также провести туда электроэнергию. Но пока ни одно требование узбекской стороны не выполнено. Но самое главное, что вот наши граждане необоснованно задержаны, возвращены к кыргызской стороне. Кыргызстанцам пришлось находиться в узбекистанском РОВД столь долгое время, в первую очередь, потому что переговоры об их освобождении откладывались. Сначала в Узбекистане умер президент, потом Кыргызстан стал страной, принимающей игры кочевников. Быть может, теперь, когда переговоры все же сдвинулись с места, правительства государств придут к общему решению без ущерба для обеих стран. Эркингуль Туленкызы, Александр Ногов, канал Онбир.